Несмотря на все разногласия и конфликты, в это тяжелое время мы должны помогать друг другу. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация удивила таджиков, но в то же время и очень обрадовала. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Кыргызстан оказался в списке стран мира, которые предоставили Таджикистану гуманитарную помощь в январе-апреле текущего года. По данным статистического ведомства Таджикистана, за этот период в республику поступила гуманитарная помощь на общую сумму около 66 миллионов долларов из 50 стран. Главными донорами по стоимости помощи стали США почти 44% от общей стоимости и Китай 30%. Также сравнительно высокую долю имеет Япония 6%, Индия 4%, Швеция 3,5%, Узбекистан почти 2,5% и Россия 2,2%. А как вы относитесь к такому количеству гуманитарной помощи, и вы хоть раз ее видели? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Доля Кыргызстана в общей стоимости помощи Таджикистану составила 0,1%, что равняется около 66 тысячам долларов. Напомним, Кыргызстан после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе в мае 2021 года в одностороннем порядке закрыли свои рубежи с Таджикистаном. В этой области есть 6 анклавов. Самые большие и спорные из них – это таджикский Ворух и узбекский Сох. Именно вокруг них часто случаются стычки. В первую очередь они влияют на жизнь простых людей. Жесткие границы делают ее сложнее. Они разрушают как общую инфраструктуру, так и отношения между вековыми соседями. Там, где раньше были мосты дружбы, часто развергается пропасть. Таджикско-кыргызская граница до сих пор остается закрытой. Периодически сообщается о перестрелках между пограничниками двух стран. Во время конфликтов мы не выходим на главную улицу. Тут наш черный выход. Надо, чтобы обозначили, что это Кыргызстан, а это Таджикистан. По данным агентства по статистике, объем полученной Таджикистаном за 4 месяца этого года гуманитарной помощи по сравнению с этим же периодом 2021 года выросла в 3,3 раза, а численность доноров увеличилась на 7 стран. Между тем, соответствующие структуры Таджикистана, в том числе агентство по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан, не предоставляют информацию СМИ относительно распределения гуманитарной помощи населению республики, хотя такая информация не относится к перечню сведений, составляющих государственную тайну. А вы или ваши знакомые хоть когда-то получали гуманитарную помощь или хотя бы ее видели? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также, как вы относитесь к тому, что Кыргызстан, несмотря на ситуацию между нашими странами, все равно всячески помогает Таджикистану и идет с нами на контакт. Как вы к этому всему относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!